Здравствуйте, это «Вечерняя смена», в студии Ирина Газаева. Мы работаем в прямом эфире. Завтра, 30 сентября, в Северостинском государственном университете имени Кусталия Ивановича Хитагурова состоится открытие очной региональной школы наставников для участников из Республики Северная Осетия-Алания. Из чего будет состоять программа школы и кто сможет принять участие, поговорим с нашими гостями в студии. Добрый вечер, спасибо, что пришли к нам сегодня в студию. Но давайте пока разберемся с проектом «Бустер». Да? Проект «Бустер» — это региональный проект. Вот какие задачи включает в себя этот проект? Ну, это проект, который в этом году запустила Ассоциация молодых ученых Северной Осетии. Его цель — это создание некого сообщества, которое бы включало самых активных представителей как научного сообщества молодых, представителей системы образования, школьного, профессионального, дополнительного, на базе вот этой площадки, что мы потом могли в республике запускать новые образовательные технологии, которые бы соответствовали наиболее передовым тенденциям в современном мире и готовили бы молодое поколение к тому, чтобы уметь в этом мире жить, грубо говоря, выживать. Вот, и сегодня вы вошли в проект «Академия наставников», правильно? Мы в прошлом году, наша ассоциация подала заявку на участие в конкурсе на проведение региональных школ наставников. Мы его выиграли, и вот при поддержке республики, при поддержке правительства и Комитета по делам молодежи мы вот этот проект будем проводить. Елена, что такое профессиональное наставничество? Вот чуть подробнее об этом проекте. Ну, наш проект в основном направлен на то, чтобы научить наставников запускать со школьниками и студентами проекты. Его цель достаточно простая. Здесь, может быть, только возникнет вопрос, а зачем, в принципе, отвлекать школьников и студентов от того, чтобы они учились, получали глубокие предметные знания, потом профессиональные знания, становились специалистами, и зачем вообще нужно заниматься проектированием с ребятами, да, которые основная их задача сейчас на данной ступени вообще-то получить образование. Проектная деятельность на самом деле не случайно вошла в систему образования. Она призвана ответить на все наиболее остро стоящие перед этой системой сейчас вызовы. Вокруг нас очень быстро меняется мир. Появляется очень большое количество новой информации в любых профессиональных сферах. Из-за скорости смены информации ее потоки просто не успевают поступать в систему образования. Пока наши ребята учатся, информация уже устаревает, с одной стороны. С другой стороны, все мы знаем с вами о том, что очень непросто сделать выбор будущей профессии. Нелегко, находясь в старших классах, понять, а кем же ты хочешь стать. И выбрать свою профессиональную траекторию настолько точно, чтобы, обучившись в вузе, пойти работать именно туда, где ты учился все эти годы. Поэтому часто происходит неправильный выбор, и ребята, те, которые отучились в вузе, не работают по специальности. Как же решить вот эти все проблемы? Ну, то есть, извините, наставники школ или все-таки вузов тоже? И наставники в школах и вузах через проекты могут решать эти задачи. Да? С одной стороны, проект он позволяет на материале, который актуален для вашей компании, вот мы сейчас в школе наставников будем так делать. Да? Мы пригласили представителей ваших компаний, они нам предоставили кейсы, и решая задачи этих кейсов, мы будем запускать вот эти вот проекты с этими наставниками, которые они могут потом перенести в свою практику. Получается, что все самое актуальное, что волнует сейчас компании в своих профессиональной деятельности, все эти задачи будут решаться и школьниками, и студентами. Таким образом, они, во-первых, понимают, как работают компании, какие там есть интересные специальности. Пробуют, а мне это интересно, мне это подходит, хочу ли я этим заниматься. И уже более прицельно начинают понимать, какую профессию выбрать и как к этой профессии можно прийти, через какой вуз, через какую кафедру, какие знания должен получить. Помимо этого, через проект ребята узнают о самых передовых технологиях, которые актуальны для данной профессиональной сферы. Они начинают выставлять для себя некоторые ориентиры, понимая, что вот эти задачи, когда я стану профессионалом, я точно смогу решить. Пробуют свои силы и понимают еще в том числе про себя, кто я больше. Я больше технарь, я больше организатор. Может быть, я больше тот человек, который предлагает идеи. Или мне интересно организовывать среду, где происходит проект. Или мне интересно обеспечивать ее ресурсами. Понимая свою роль в проекте, понимая профессиональное направление, снижается количество вот этих случайных выборов, и ребята более точно выбирают не только свое
будущую специальность, но и начинают понимать, что они могут что-то в этой специальности преобразовывать. Они могут преобразовывать мир на самом деле через проект, потому что мы их учим выделять в окружающей действительности, а что не так, что не работает, что хотелось бы изменить к лучшему. Обучаем их видеть вот этот, создавать образ будущего желаемого и последовательно переводить его в систему задач для того, чтобы до этого образа добежать. Вот фактически для чего сейчас проектирование в системе образования. То есть фактически это некоторое такое средство для того, чтобы как раз решить те проблемы, которые сейчас остро стоят перед всем миром, не только перед нашей страной. Нельзя сказать, что педагоги учат плохо. Конечно же, нет. Педагоги по-прежнему совершают свой маленький подвиг на своих рабочих местах. Однако мир меняется с такой колоссальной скоростью, что вот каким-то образом нужно находить средства, чтобы эти быстро меняющиеся знания успевали проникать и доходить до этих ребят. Сегодня очень актуально и как ни один ученик, наверное, не обходится без дополнительных каких-то знаний, без репетиторства. Поэтому вот, не знаю, наверное, в этом плане тоже как-то, да, может помочь ребятам. Да, вы, безусловно, правы. Да, с одной стороны, репетиторы сейчас очень сильно и мощно помогают ребятам нарастить свои предметные знания, да, потому что, конечно же, в школе очень сложно уделить индивидуальное внимание каждому ученику для того, чтобы понять, в чем его особенности, и скорректировать так программу, чтобы конкретно ему стало понятно то или иное предметное содержание. С другой стороны, есть еще вот различные формы доп. Образования, которые не направлены только на изучение предметов, а вот, как Кристина, возможно, может рассказать про фаблабы и различные кружки, где ребята учатся как раз осваивать наиболее передовые всякие технологии, 3D-моделирование, программирование, там, аддитивные технологии и так далее. Это тоже 3D, знакомиться там, не знаю, с каким-нибудь геномным редактированием и так далее. И через вот такого вот типа дополнительное образование они, опять же, начинают понимать, как устроен мир, как и чем живут профессиональные сферы и так далее. И тогда как раз через проект им становится понятно, а зачем им нужна была эта математика, зачем им нужна была эта физика, когда им нужно, там, не знаю, сделать какие-то расчеты относительно конструкции, допустим, какого-нибудь крыла беспилотника, вот тут никак не обойтись ни без физики, ни без математики. И, конечно, интерес через проект к предметным знаниям у ребят серьезным образом возрастает. Те ребята, которые через проектные смены проходят, через различные кружки, которые понимают, зачем я учу вот это все в школе, их мотивация, их уровень знаний, конечно же, повышается. Спасибо, Кристина. Тогда вот какие самые сегодня наиболее популярные, да, кружки и секции? Ну, с запуском в республике точек роста, кванториума, инфоблаб наш уже работает 5 лет, проектная деятельность и доп. Образование вышла на новый уровень, большой, высокий в республике. Самое актуальное направление, это, как всегда, была робототехника, программирование, беспилотники. Вот. И ребята на базе всех этих кружков дополнительного образования на данный момент выполняют большие задачи в проектной деятельности. И все вот эти новые точки роста и кванториумы, самая их большая цель, чтобы учить ребят к проектной деятельности, готовить их к конкурсам, к соревнованиям, чтобы у каждого из этих ребят в конце окончания школы либо курса, на который они ходят, было большое портфолио. Портфолио, с которым им будет легко поступить в высшее учебное заведение без сдачи единого государственного экзамена, иногда, если у него есть победы в олимпиадах, либо в конкурсах, которые федеральными экспертами подтверждены. И ребята уже знают, кем они будут, что дальше предстоит. И зачастую эти проекты, которые в школьные времена были такие, ну, на школьном уровне, выходят дальше в бизнес-проекты, и ребята находят себя уже в другой сфере со своим проектом. Вот. Ну вот наставник, он помогает развивать способности ученика, это понятно. Он каждому необходим или все-таки тем, у кого есть какие-то проблемы? Смотрите, наставничество – это достаточно большая сфера, и, конечно, наставники бывают разные. Традиционные формы наставничества у нас еще в советское время были с точки зрения передачи своего профессионального опыта, да, когда на производственную практику проходили молодые специалисты, и опытные наставники обучали их тому, а как же в профессии действительно можно было бы освоиться. Помимо этого, еще есть такая форма наставничества, как наставничество над либо очень одаренными ребятами, либо, наоборот, теми, кто нуждается в
в особом каком-то подходе. Да? И здесь скорее была речь про создание таких специальных условий для того, чтобы либо одаренности дать возможность развиться максимально, либо тем, кому сложновато, помочь каким-то образом адаптироваться так к окружающей действительности, чтобы они максимально комфортно выстроили свою жизненную траекторию. Мы говорим немножко про другое наставничество. Мы говорим исключительно про наставничество над проектами. И понятно, что вот те формы, про которые я говорила только что, они уже хорошо закрепились в системе образования, выстроена на самом деле некоторая преемственность, они продолжают приносить свои плоды. Но что касается наставничества в проектной деятельности, эта сфера начинает только развиваться активно у нас в разных регионах с разной скоростью. Поэтому и необходимо проведение школ наставников для того, чтобы как можно большее количество преподавателей смогли такие формы у себя в образовательных организациях запускать, да, запускать с ребятами проекты. И не только показывать им какие-то профессиональные направления, куда они могли бы дальше двигаться, но и развивать некоторые универсальные способности, которые позволяют им сейчас в современных условиях не только адаптироваться, не только каким-то образом строиться в окружающую действительность, но и действительно ее преобразовывать. Видеть, а что можно сделать лучше. Видеть, а какие возможности есть в моем регионе, там, где я живу, для того, чтобы улучшить благосостояние жителей, улучшить благосостояние, может быть, окружающего меня там, города, села и так далее. И вот хотелось бы, чтобы таких ребят становилось больше, а для того, чтобы их становилось больше, нам никак не обойтись без наставников, нам никак не обойтись без тех педагогов, которые сегодня вместе с этими школьниками и студентами запустятся пока что маленькие локальные проекты, которые касаются, может быть, моего там, не знаю, двора, моего села, моего города. И потом постепенно смогут выйти на более крупные проекты, которые могут касаться как всей страны, так и всего мира. Потому что, безусловно, в мире очень много нерешенных проблем. Но кто-то должен взять на себя ответственность за их решение. Иначе просто, к сожалению, мы можем в ближайшем будущем и не только нанести вред нашей земле, но и, собственно говоря, и себе тоже периодически наносим вред. Но вот эти педагоги, любой учитель может принять участие, да, зарегистрироваться. Вообще регистрация уже началась? И до какого времени? Да, я, наверное, отвечу на этот вопрос. Регистрация у нас началась еще недели 3 назад. Буквально вчера, сегодня вечером они закончили заочные задания, которые должны были привести их. Это любой желающий Любой желающий не только преподаватель, любой желающий. Это и студенты-выпускники, те, которые учатся на педагогов разных направлений, учителя и доп. Образования, те, которые, конечно, и к бизнесу имеют отношение в бизнесе, ведут различные проекты со своими коллегами. Все подают заявку. Подают заявку, проходят заочную такую небольшое задание, экзамен проходят. Да, и после они все, мы отбираем, и Академия наставников отбирает количество ребят, которые прошли заочный этап. И вот мы их сегодня всех поприветствуем, поблагодарим, поздравим, что они все прошли, и завтра ждем их на школе. Сколько продлится? Школа продлится у нас 3 дня. 2 числа она завершается, и 2 числа мы будем знать количество крутых наставников в республике, те, которые прошли эту школу, таких, которых, наверное, пока нет еще в Осетии. Ну вот совсем завершится или что-то дальше работа тоже будет какая-то, Суслан? Завершится работа самой школы, которая от Академии наставников. Да. А дальше со всеми людьми, которые поприсутствовали на школе, которые ее закончили в полном, скажем так, формате, приобрели все те знания, умения, навыки, чуть-чуть прокачались, поняли, как работать с кейсами. Дальше из них и будет формироваться то сообщество, которое возможно, станет в будущем для республики таким небольшим прорывным локомотивом в области образования. Спасибо вам большое. Спасибо, что сегодня пришли к нам в студию. Научных достижений и, конечно, творческих успехов вам. Спасибо большое. У нас реклама, потом вернемся.
Продолжаем эфир. 2 октября 1924 году во Владикавказе открылось педагогическое училище. За все время СОКПИ прошел через все ступени профобразования: училище, колледж, и в 2001 году получил статус педагогического института. В 2012 году вуз вошел в состав 100 лучших вузов Российской Федерации. Сегодня здесь разрабатывают, внедряют собственные новаторские идеи, реализуют инновационные проекты. В эти дни коллектив института отмечает день рождения. Об истории, деятельности и профессорско-преподавательском составе говорим с гостями в студии. Добрый вечер, с праздником вас. Спасибо, что пришли к нам в студию. Ну вот как будете отмечать эту дату? Ну, учитывая нынешние обстоятельства, отмечать громко и шумно не получится. Мы, скорее всего, отметим это все в узком кругу нашего педагогического состава и порадуемся друг другу, нашим студентам и тому, что мы есть. А за что любите свой институт? Вы знаете, я начала работать в педагогическом институте только в 2020 году. И несмотря на то, что такой немногочисленный период прошел, я на самом деле его очень сильно полюбила. Во-первых, аура самого здания педагогического института просто не может не заставить себя влюбиться. Потому что это историческое здание, где с 1924 года, как вы уже правильно отметили, существует педагогическое училище, которое в последующем было преобразовано в педагогический институт. И педагогическому институту в 2024 году будет 100 лет. А в этом году мы отмечаем 97-летие. Мы этому очень рады. Но, естественно, не здание привлекает, а тот педагогический состав, который есть сейчас в педагогическом институте, и те студенты с горящими глазами, которые у нас учатся и которые так хотят быть педагогами. И сегодня со мной в зале также присутствует Анжелика Валерьевна, которая в свое время также закончила педагогический институт, была проректором по воспитательной работе у нас в институте, а теперь возглавляет педагогический колледж. Ну вот колледжу сколько времени? Мы были созданы не так давно. 1 июня 2021 года распоряжением правительства был создан Северо-Осетинский педагогический колледж. Ну вот учебный год, он только начался. Вот какие задачи вы ставите перед командой своего колледжа? Перед командой колледжа прежде всего мы ставим задачи давать нашим учащимся, студентам современное образование. Потому что, вот как отметили предыдущие гости, на самом деле настолько быстро все меняется в мире, в том числе образование, особенно за последние годы. И, конечно, вот о той программе наставничества, о которой говорили наши предыдущие гости, она у нас и в институте реализовывалась. Очень много проектов, и в том числе кадры будущего для регионов мы реализовывали этот проект совместно с агентством стратегических инициатив. Поэтому, конечно же, мы должны понимать, что педагог должен идти все-таки на шаг вперед и быть современным, технологичным, инновационным, интересным, потому что дети сейчас настолько в школах интересные, в детских садах, они задают необычные вопросы, они уже с дошкольного возраста включены в проектную деятельность, поэтому, чтобы успевать за этим всем, поэтому мы должны готовить самых настоящих, классных, суперских, продвинутых педагогов. Вот это наша задача номер 1. Что вспоминаете чаще всего, когда учились в СОКПИ? Я училась еще во Владикавказском педагогическом училище номер 1, да. И я вспоминаю всегда атмосферу. Мы очень трепетно относились к нашим педагогам, но мы всегда могли обратиться. И вот ощущение семьи, теплоты, маленький вуз, маленькое училище, все друг друга знали. Мы всегда удивлялись, как директор, завучи, всех нас по именам знали. Они всегда знали все наши дни рождения, особенности. И вот это вот ощущение семейственности, поддержки, вот больше всего, наверное, вспоминается. И вспоминается такая уверенность, когда ты уже вступил в профессию. Очень сильная была методическая подготовка. Почему была? Она и остается, да. И все, о чем говорит Анжелика Валерьевна, это все до сих пор сохраняется в педагогическом институте. Все традиции, которые были, они все сохраняются. И в этом наша сила. Наша сила также в том, что у нас действует непрерывная система образования. То есть у нас есть система среднего профессионального образования, вузовское образование, это бакалавриат и магистратура. И у нас в институте есть аспирантура. Поэтому все ступени образования проходят педагоги в нашем институте. И, безусловно, у нас есть подготовка кадров для системы образования. Мы реализуем проект
педагогические классы и вожатская деятельность. Да, мы координаторы со стороны Министерства образования и науки. И поэтому у нас даже дети, то есть я начала со среднего профессионального образования, нужно было начинать со школы, потому что дети, которые обучаются в педагогических классах, они тоже проходят через педагогов педагогического института и в последующем выбирают педагогическую профессию. Я считаю, это прям необыкновенная история, которая есть только в СОКПИ. Да, мы вот часто говорим, что сегодня не очень как-то престижна, да, профессия педагога, а вот, наверное, у вас задача все-таки этот престиж поднять. Конечно. Но я уверена и всегда об этом говорю, и у вас в эфирах неоднократно это озвучивала, что престиж педагогической профессии зависит исключительно от педагогов. Поэтому это все зависит от нас, каких педагогов мы будем готовить для наших образовательных организаций, с каким посылом они придут в образовательную организацию. Такой посыл они и породят среди учащихся образовательных организаций. Поэтому наши студенты ориентированы на профессию. У нас очень большой процент трудоустройства. Они идут в профессию, хотят и приходят к нам с педагогических классов именно для того, чтобы в последующем связать свою жизнь с педагогической профессией. Это очень здорово. А вот вы следите за судьбой самых талантливых ваших учеников? Безусловно. Кем гордитесь? Ну, я еще раз повторю, что я всего вот даже года нет, как работаю в должности ректора. Анжелика Валерьевна скажет всех по именам, даже я так думаю, потому что даже когда у нас возникают любые ситуации, мне деканы сразу говорят: сейчас мы позвоним нашим выпускникам. И идет Северная Осетия, Рожденат. В каждой школе у нас есть выпускники. Это 100%. В каждой образовательной организации найдется выпускник Северостинского государственного педагогического института. Спасибо большое. Вот как вы считаете, по вашему мнению, что сегодня нужно современному студенту, ну, кроме мотивации? Современный студент, на мой взгляд, должен, естественно, быть мотивированным, и он должен быть мобильным. Как уже было сказано неоднократно, сейчас жизнь очень изменчива. И все меняется, меняются знания, меняются компетенции, которые требуются от педагога. Поэтому любой педагог и, соответственно, любой студент должен уметь приспосабливаться к тем изменениям, которые происходят. Но, тем не менее, для педагога самое важное – это фундаментальные, содержательные знания, которые мы даем в педагогическом институте. А все остальное – это, безусловно, надстройка, она очень важна, но фундамент, стержень, с которым педагог выходит, и, соответственно, студент выходит с вуза, это очень важно. Анжела, как вам кажется? Да, я хотела бы дополнить, тоже здесь сказать. Когда вот мы, например, вступили в всемирное движение WorldSkills, мы принимаем участие по компетенциям преподавания в младших классах и дошкольное образование. И вот здесь как раз-таки, может быть, и произошел такой у нас переворот, именно с точки зрения педагогической нашей деятельности, когда мы увидели, что на площадках, когда наши, например, студенты там в течение 1,5 часов готовят мультфильм, сами его монтируют, делают, и в мобильном планетарии его детям показывают. То есть те технологии, которые сейчас современные есть, они, может быть, как-то даже иногда это вот своим уже педагогическим нутром чувствуют, как это делать, плюс еще эти современные технологии. И когда мы, например, участвовали в навыке мудрых, то есть это педагоги, которым 50 и выше, и они видели, как уже студенты сейчас, они говорят, как нам не хватало, вот бы в наше время были такие возможности. То есть на самом деле педагог – это сейчас такой вот трансформатор. Он и под то пространство, которое может подстроиться, и детям помогает. Вот эта мобильность, когда студент может зажигаться, и, как мы всегда говорим, опять мы где-то регистрируемся, опять мы снова где-то участвуем. Да, мы участвуем, да, мы регистрируемся, да, мы получаем опыт, потому что нужно быть постоянно в тренде, нужно понимать, что ты можешь сегодня сделать в современном образовании, чего тебе не хватает, чему необходимо еще научиться, идти дальше и быть на самом деле суперпрофессионалом. А вот если говорить о современном образовании, об изменениях, о котором, Алан, вы сейчас говорили, онлайн-образование. Вот она сейчас, эта тема актуальна как никогда. Как вы относитесь к этому образовательному процессу?
Мы не можем к нему никак относиться, мы обязаны все это реализовывать и учить наших студентов адаптироваться, в том числе и к изменяющейся ситуации, и в том числе к дистанционным формам обучения. И мы намеренно включили образовательные курсы по дистанционному обучению для наших студентов, чтобы они в будущем, когда придут в школу, смогли это реализовывать. У них есть достаточно компетенций, и IT-компетенций, и компетенций, связанных с методиками проведения занятий, когда, если вдруг понадобится, проводить дистанционное обучение. Но, тем не менее, я все-таки отношусь с позитивом к традиционной системе и считаю, что у учителя в классе, в школе, вот этот контакт зрительный, а не просто голова в экране, ничего не заменит. И вот психологическое взаимодействие ребенка и учителя в классе, это тоже невозможно заменить дистанционными технологиями. Но, тем не менее, с учетом реалий времени, мы обязаны уметь это делать и делать это эффективно, правильно и достойно. Но вот вы сказали, что вы недавно, да, ректором, сколько, год-два? Нет, года нет. Еще даже года нет, но тем не менее вы попали именно в период пандемии. Вот какие-то положительные моменты вуз вынес из ситуации с пандемией? Из любой ситуации мы выносим опыт. И с этой ситуации мы тоже вынесли опыт. Мы научились работать в дистанционном формате, и это очень важно. Потому что, безусловно, первое время было очень тяжело все это организовать. Но, слава богу, все сложилось. Есть проблемы с технической составляющей, которая есть в каждой образовательной организации. Но это все решаемые проблемы. Главное, чтобы психологически педагог был готов к такой ситуации. И самое главное, подготовил класс. И не только класс, не только обучающихся, но и родителей, что очень важно, к этой системе. Потому что дети сейчас, как Анжелика Валерьевна правильно сказала, они совершенно другие. Они как раз таки и умеют быстро адаптироваться ко всему, что происходит. Они не такие, как мы. А вот родители все еще очень сложно воспринимают. И вот поэтому я и говорю, что мы учителей своих будущих готовим к таким ситуациям. А современные учителя, да, к сожалению, тяжело воспринимают все эти обстоятельства. Вот появились ли какие-то новые идеи и направления в работе? Идей на самом деле очень много. Да, я пришла с таким серьезным планом по реализации. Произошли некоторые субъективные причины, по которым эти планы не были реализованы, но я надеюсь, что все к лучшему поменяется. И педагогический институт сохранится как структурное подразделение СОГУ, либо как самостоятельный институт. Все-таки мы сохранимся. И мы будем продолжать все традиции, которые у нас есть, с учетом тех планов, которые есть. Безусловно, нам нужно меняться, как и всему миру. Нам нужно вводить новые образовательные программы. Сейчас очень востребовано инклюзивное образование, поэтому этому нужно уделять максимум внимания. Нужно уделять максимум внимания дополнительному образованию. Это очень важно. Тому же наставничеству, о котором говорили предыдущие гости, проектной деятельности. Все это нужно внедрять в учебные планы, делать их более практикоориентированными, создавать клиническое образование, когда студенты уже на последних курсах находятся только в школе, и всю методику проходят исключительно в образовательной организации. Вот это все те планы, которые, я надеюсь, будут реализованы именно в педагогическом институте. Но вот вы сказали сейчас о том, что постараетесь сохранить те традиции, которые уже есть в институте. Вот чуть-чуть о традициях поговорим, о самых таких важных, на ваш взгляд. Самая важная традиция, на мой взгляд, которая есть в институте, это взаимоуважение. Это очень важно. Взаимоуважение всех участников образовательного процесса, начиная с ректора, деканов, профессорско-преподавательского состава и студентов. И, конечно, образовательные традиции, которые у нас есть. У нас был невероятный факультет свободного развития, где мы обучали студентов дополнительному образованию, и они выходили с педагогического института не только зная свою профессию, например, учитель начальных классов, но и обладая дополнительными компетенциями, как то хореография, интеллектуальные игры, хор, музыка и все остальное. Это прекрасные традиции, которых нигде нет. И то, о чем Анжелика Валерьевна тоже сказала, вот эта семейственность, если можно употребить такой термин, такая сплоченность
Вот это тоже очень важно. И в больших вузах ее нет и быть в принципе не может. А вот в маленьком педагогическом институте она есть. И это хорошо бы сохранить, потому что наши студенты переносят это в последующем в образовательные организации, в те же сельские школы, выходцами из которых они являются. Может быть, Анжелика еще что-то добавит, что я не озвучила. Мы будем верны традициям и всегда открыты инновациям. Да. Да, на самом деле очень вот уважительное отношение к ветеранам педагогического труда. У нас за всеми ветеранами закреплены учебные группы. Они знают историю педагогического пути каждого ветерана. Вот именно вот это трепетное отношение к профессии, скорее всего. Всегда очень хочется, вот сегодня тоже курсы вела, заучим по воспитательной работе, те, кто будут реализовывать систему классного вожатства. Я говорю, очень хочется, чтобы и дети говорили, что мы классные, что мы замечательные, что мы можем идти города, подняв голову и гордиться тем на самом деле, что мы являемся педагогами, учителями, потому что самая замечательная профессия, то, что мы навсегда связаны теплом и своей жизнью с нашими учениками. Спасибо вам большое за вашу работу и за вашу любовь к профессии учителя. Спасибо вам еще раз с праздником. Спасибо. И вам спасибо. У нас реклама, а потом продолжим. Культурным новостям. Трио гармонистов «Амран» выступили с сольным концертом в Самаре в рамках 19-го международного конкурса «Виват Баян». Напомню, в прошлом году региональный отборочный этап состоялся впервые во Владикавказе. По его итогам сертификаты на участие в 19-м международном конкурсе «Виват Баян» получили Тедеев Азамат, Анжела Джиоева, Сармат Качмазов и трио гармонистов «Амран» Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева. Сегодня они гости в студии вечерней смены. Добрый вечер. Спасибо, что пришли к нам в студию. Я поздравляю вас с блестящим выступлением. В принципе, как всегда, блестящее выступление. Вот что исполняли и как принимал самарский зритель? Наша поездка такая была обширная, хочу сказать. То есть это был в первую очередь конкурс, на который поехали наши студенты, которых вы сейчас перечислили. Из них двое только поехали. Это Сармат Качмазов и Ацамас Плиев. Они участвовали в разных номинациях, и оба стали в своих номинациях лауреатами второй степени. Конечно, это очень хороший показатель. Есть к чему стремиться, над чем работать. И уровень участников конкурса был очень высокий. То есть вот с нашими студентами конкурировали студенты... Вообще же со всего мира, да, получается? Обычно да, но вот сейчас все знают, что границы закрыты. С ними участвовали, соревновались студенты Российской академии музыки имени Гнесиных, Саратовской консерватории, с Ростовской консерватории. И такой результат для нас — это очень хороший результат. Помимо этого, как вы сказали, отборочный этап проходил здесь в мае и впервые. И трио «Амран», вот наш педагогический коллектив Владикавказского колледжа искусств имени Валерия Гергиева, пригласили в качестве артистов. И мы поехали с сольным концертом. Про программу и остальное, наверное, Суслан скажет. Суслан. Да, мы впервые были приглашены как сольные артисты и сольный коллектив, который приехал и порадовал самарского зрителя. Но к тому же также у нас состоялась прекрасная теплая встреча с нашими земляками, с остинской диаспорой, которые там многочисленны, которые очень активны. И их председатель самарской остинской диаспоры Станислав Койбаев опять-таки сделал все возможное, чтобы эта встреча состоялась. Мы пообщались, как-то мы и концерт дали большой, а после и пообщались, и познакомились. И мне кажется, это очень важно, вот так как-то держать связь со своими все-таки. А вот вы говорите, большой концерт, да, что исполняли и какое количество музыкальных произведений? Да, у нас большая программа на 1,5 часа, мы исполняли как классику, современную музыку, классическую музыку, также и национальные наши любимые произведения. А вот давайте о национальных произведениях как воспринимали зрители? Национальные, да, конечно. Мы уверены, что те люди, которые там, особенно наши осетины, которые живут, они по всему этому соскучились.
И, конечно же, прием был очень теплый. Ну, мы играли произведения Чайковского, Свиридова, Евгения Дербенко, который сейчас звучит за кадром. Но понятное дело, что мы поехали на международный конкурс, и там баянисты и аккордеонисты, для них это как бы обычная программа. Но, естественно, им больше понравилась наша национальная музыка. То есть они очень высоко оценили произведения Феликса Алборова, потому что они очень грамотно сделаны. И потом к нам даже подходили после концерта, просили ноты баянисты и аккордеонисты. Их настолько заинтересовала наша национальная музыка, что они хотят теперь ее исполнять. Ну, посмотрим. В следующем году, надеюсь, поедем и узнаем, есть ли какие-нибудь подвижки или нет. Ну вот, конечно, конкурсы, фестивали – это и обмен опытом, это интересные знакомства. Вот, Лян, кого выделили для себя на этом мероприятии и что самое интересное вот, увидели и вынесли с этого фестиваля? Ну, во-первых, посещение таких фестивалей, конкурсов очень многое дает. И нам, педагогам, и студентам, потому что мы, во-первых, общение. Мы общаемся, мы узнаем новых людей, мы слышим новые произведения, знакомимся с программой интересной очень. Я, например, очень много произведений услышала таких, которые я до этого не знала. Правда? И теперь мы их будем играть. Да, и обмен опытом. Ну, то есть вот вы уже, по сути, давно состоявшиеся музыканты. Вот чего хочется еще? Ну, я бы не сказал, что прям давно состоявшиеся музыканты, мы еще молодые. И но, также, тем не менее, ваш уровень уже говорит о том, да, что вы вот состоялись все-таки в самое профессии. главное – это общение с профессионалами, потому что впервые за всю историю этого конкурса, это 19-й, в этом году был отбор, и меня пригласили в качестве жюри. То есть я еще сидел с членами жюри, а в жюри сидели мэтры Санкт-Петербургской консерватории, там, Академии имени Гнесиных, Самарской консерватории, Ростовской консерватории. И вот общение с такими людьми и получить от них какие-то там знания, то есть просто находиться рядом с такими людьми – это большой опыт. Реально, вот мы приехали, у нас столько идей новых, и что, думаю, в следующем году наша программа будет еще более интереснее и насыщеннее. А вот, например, можете поделиться, что за идеи вас, что впечатлило? Я их не хочу пока нет, пока говорить. нет. Да. Хорошо. Но еще хочется сказать про художественного руководителя этого конкурса. Это депутат Самарской думы, заслуженный артист Российской Федерации Сергей Иванович Войтенко. Он был у нас в студии здесь. Да, он был в прошлом году. И наша дружба уже дает плоды. Одно дело то, что Виват Баян, международный конкурс, пришел на Кавказ, открыл в своей географии Кавказ. Также еще второй фестиваль под названием «Душа», который пройдет также впервые на Северном Кавказе, у нас в Северной Осетии, под названием «Душа». Да. А когда пройдет? Это будет в ноябре. Если конкурс «Виват Баян», он преимущественно для профессионалов, для профессиональных исполнителей, то этот фестиваль будет для широкой, да? для любителей, для широкой публики. И если вот наши телезрители нас смотрят, всех приглашаем на этот фестиваль. Обращайтесь, ищите про это информацию и, пожалуйста, участвуйте. И хочу еще добавить то, что суперфинал и гала-концерт состоятся в Москве, в Кремле. Ох, да. как Ну, это? помимо этого, я еще хочу добавить по поводу Сергея Ивановича Войтенко, потому что это такой человек, то есть энергичный, то есть он нас очень многому учит, и просто вот, плюс ко всему, с ним есть такая договоренность, что в скором времени он изготовит нам, у него есть своя фабрика музыкальных инструментов, где изготавливают баяны, аккордеоны очень хорошего качества. То есть их изготавливают в Италии, потом собирают в России. И вот Сергей Иванович нам пообещал, что к следующему «Виват Баян» будет уже изготовлена национальная гармоника итальянского производства с русской душой, как он сказал. Ну да, И, конечно... Чтобы наши телезрители как-то чуть-чуть поняли, о чем мы сейчас говорим, это будет сохранен наш колорит, будет сохранена наша осетинская душа, но просто это будет сделано намного качественнее, чем есть сегодня.
Технически, да? Технически, да, и от этого и репертуар как бы у нас расширится, и, звучание, и наверное, будет возможностей совершенно. как бы у нас будет намного больше. Я думаю, что Сергей Иванович по-любому будет смотреть этот эфир, и мы очень ждем этого события. Да, спасибо ему большое. Вот раз вы заговорили о таком другом проекте, который называется «Душа», да? Вы сказали, что будет и так, любители выступать. А вот чем отличается талантливый музыкант, гармонист от любителя? Дело в том, что, скорее всего, отличаются сами фестивали. На Виват-Баяне определенные требования, там именно требования по программе, там есть туры, там есть категории и так далее. Здесь же чуть-чуть другая ситуация, то есть нет определенных каких-то требований. Человек приходит и показывает все, на что он способен. Ну, то есть любой может принять Да, участие, абсолютно кто любой. может Да. играть на гармошке. Вот о том, что прошел сольный концерт в Самаре, мы поняли, но когда наш зритель во Владикавказске увидит ваш сольный концерт, есть в планах это? Да, у нас это тоже есть в планах. Надеюсь, что в следующем году сможем это тоже реализовать. Как-то хочется, чтобы чуть-чуть посвободнее стало. Ну, обстановка, когда уже получше станет, чтобы залы могли собирать полные. А так мы готовим программу. Спасибо большое. Вот самый сложный музыкальный номер, Лян, наверное, вас спрошу, какой и в чем его сложность? Ну, Исполняли ли вы его там, на концерте? да, мы исполняли. Вообще каждое произведение, оно сложное, как и в техническом плане, потому что наши национальные произведения в техническом плане на самом деле очень сложные. В Самаре все удивлялись, как мы владеем мехом, какие у нас ритмы, какая у нас техника. Ну, мы-то привыкли просто к этому, а для них это новшество, они никогда такого не слышали. Но, как по мне, самое сложное у нас произведение было, это, как это говорил до этого Евгения Дербенко «Кармен». Это наше самое новое произведение. Мы его ранее нигде не исполняли. И сложное, но по форме. И в техническом плане очень сложно. Ну, очень интересно, Очень но всем интересная, понравилось. правда, да. Да, и вот по поводу инструмента, опять-таки же, я хочу сказать, что возможности нашего... У меня это реально наболевшая тема, и хочется об этом говорить. И даже профессора, потом баянисты и аккордеонисты подходили, там, смотрели наш инструмент и удивлялись, как вы на таких дровах можете такие хорошие звуки издавать и играть такие сложные произведения. А вот ну, каждый из вас, по сути, ну, я думаю, вы себя такими считаете, вы успешная личность, каждый. В творческом плане вы успешные люди. Вот что нужно для того, чтобы музыкант добился определенных результатов, добился успеха? Труд. Труд, талант играет немалую роль, но в основном это труд, усердные занятия. И тогда в любом Энтузиазм. Сослан. Ну да, и самая сложность — это каждый раз придумывать себе хорошее настроение, даже если он у тебя плохое. Да, то есть это, скорее всего, даже больше работа самого с собой, самого над собой. Подавление лени, плохого настроения, то есть это очень важно. А вот нужно ли музыканту пройти через какие-то сложности, чтобы добиться успеха? Ну вот это не закаляет? Ну, наверное, не закаляет, потому что, скорее всего, всем... Почему у музыкантов случаются сложности? Ну, потому что кому-то не везет, а кому-то везет. То есть нельзя сказать, что обязательно нужно помучиться, чтобы быть... Да, чтобы что-то получилось. И вот высказывание, то, что художник должен быть голодным, мы с этим... Ну, лично я с этим не согласен. Художник и любой творческий человек должен быть всегда сытым, чтобы о быте не думать, а думать только о творчестве. Спасибо вам большое, что сегодня пришли к нам в студию. Но в следующий раз, наверное, попросим вас еще и сыграть. Сегодня не стали, потому что вы все-таки приехали недавно и решили вас так вот оставить в покое. Спасибо вам за ваше творчество, за то, что дарите нам прекрасное. Спасибо. Это все на сегодня. Всего доброго и до новых встреч.